Россияне резко стали увеличивать свои накопления, причем хранить деньги все больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти двухлетнего максимума, следует из комментария Центробанка. Население напугано участившимися разговорами о рецессии и возможном кризисе, ощущает падение доходов и рост закредитованности, поясняют аналитики. Во втором квартале этого года норма сбережений населения резко увеличилась по сравнению с январем-мартом на 4% пункта и достигла примерно 10%. Это максимальный показатель с начала 2018 года. Львиную долю сбережений россияне предпочитают хранить в рублях. Далее по популярности вложений, недвижимость и иностранная валюта. Рост нормы сбережений связан с повышением неопределенности по поводу дальнейшего развития экономики. Кроме того, многих россиян пугает перспектива нового кризиса, из-за чего лучше копить на черный день и на пенсию в связи с повышением пенсионного возраста. Импортные органические продукты могут исчезнуть с российских прилавков, а поставщикам и ритейлерам грозят миллиардные убытки. К таким последствиям может привести выполнение некоторых требований закона об органической продукции, которые вступают в силу с 1 января следующего года. В частности, в соответствии с законом все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Сейчас такая продукция имеет международные сертификаты, выданные в основном в Евросоюзе, но с 1 января она станет нелегитимной и должна быть отозвана из оборота. При этом отмечается, что сертифицировать импортную продукцию на соответствие российским требованиям почти невозможно из-за неготовности механизмов. В стране работает только один аккредитованный орган сертификации, и его возможности ограничены. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок процедуры, до сих пор не приняты. В странах Европы и США пометка «био» или «органик» означает, что продукция производилась без использования химикатов, пестицидов, гербицидов, антибиотиков и определенных средств защиты растений. В России до последнего времени законы не определяли, что является био- или органик продукцией, поэтому производители просто использовали такие пометки для привлечения внимания покупателей. В России могут ввести квоты на госзаказ российских товаров. С таким предложением выступил Минпромторг. Квоты будут рассчитаны на 2 года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30% товаров российского производства. В 2021 году 50%. Таким образом, Минпромторг хочет поддержать производителей российских товаров, в частности, стимулировать спрос на продукцию оборонной отрасли после сокращения гособоронзаказа. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что искусственные ограничения могут нанести ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. В ведомстве считают, что предложение Минпромторга в текущей редакции может существенно усложнить систему госзакупок. В рамках деловой программы 7-й ежегодной международной стартап-конференции «Стартап Village» в инновационном центре Сколково была подписана дорожная карта сотрудничества между Якутией и фондом Сколково, дополняющая ранее заключенное соглашение. Дорожная карта предусматривает содействие в получении технопарком Якутия статуса регионального оператора фонда Сколково. Фонд Сколково – ведущий институт инновационного развития, на базе которого созданы особые условия для научных исследований и разработок высокотехнологичных компаний. Статус регионального оператора фонда позволит технопарку Якутии отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне, оказывать содействие резидентам в выходе на федеральные и международные рынки, привлекать индустриальных партнеров и оказывать часть сервисов фонда. Благодаря новому статусу резиденты технопарка смогут эффективнее привлекать инвестиции и патентовать разработки, будут участвовать в акселерационных программах и мероприятиях, проводимых фондом Сколково. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на нашем канале.